В Чечне военные сегодня заявили, что после окончания операции в Грозном из города выводятся армейские части. Их сменяет милиция и ОМОН. Представители командования заявили, что после взятия Грозного основным театром военных действий станет юг Чечни, Аргунское и Веденское ущелье. Из чеченской столицы наши фронтовые корреспонденты Александр Абраменко и Евгений Лагранж. Никто не берется предугадать, когда представители военного командования либо официальные власти Чечни наконец осмелятся заявить, что жизнь в чеченской столице постепенно возвращается в нормальное русло. Сегодня лишь первый день, когда подвалы своих разрушенных домов стали покидать те, кто все это время спасался в них от бомбежек. Их заставили это сделать голод, болезни и желание поскорее избавиться от постоянного чувства страха. Горячая пища и хлеб – это то, что они не видели несколько недель. К месту, где военная комендатура Октябрьского района сегодня развернула несколько полевых кухонь и организовала раздачу сухих пайков, смогли попасть обитатели только близлежащих развалин. Прием пищи эти люди стараются чередовать с вопросами. Как часто их будут кормить, где достать медикаменты для раненых соседей, как разыскать пропавших без вести родственников. Из общения с нами, журналистами, тоже стараются извлечь пользу. Главное, чтобы близкие в других российских городах знали, что им повезло и на этот раз. Они выжили. Я пережила войну в 42-м году, здесь бомбили. Ну что я сейчас пережила? Ладно, Татьяна, это страшно. По данным военных, сегодня им удалось накормить около 200 человек. При этом комендант района признается, что делать это ежедневно они не в состоянии. По подвалам списки составляются, но может быть 300-400 навес. Вы посмотрите, сегодня только раздача пищи происходит. По линии Министерства обороны. Посмотрите, сколько населения. Достаточно. Это смогли прийти те люди, которые в состоянии еще идти. Но очень большое количество есть. И раненые, и даже больные, которые и дети, которые не в состоянии двигаться. А как долго вы способны кормить? Ну, по линии Министерства обороны мы только готовы сегодня. Завтра должны работать. Это МЧС. Это входит в их компетенцию. Военные считают, что на плечи МЧС должны лечь и обязанности по спасению раненых, немощных стариков, детей и тех, кто остался лежать под завалами. Погибших от бомб мирных жителей никто не считал, но очевидцы уверяют, их много. Солдаты, периодически прочесывающие улицы города, определяют такие места по характерному трупному запаху. Вот до сих пор, да, сейчас вот на Павла Мусорова, там это дом слепых. Там их, да, их тоже человек 30, вчера тоже вывезли. Лежит до сих пор женщина под плитами внутри. Вытащить нет этой возможности, потому что краном не вытащишь. Там надо или домкратом, или как. Мы подъезжаем к указанному женщиной дому. В городе он был единственным в своем роде. Здесь жили слепые. На наших глазах из-под завала извлекают погибшую. До окончания боевых действий она не дожила 3 дней. Муж рассказывает, что во время начавшегося артиллерийского обстрела жена не захотела оставлять на плите недопеченную хлебную лепешку. Голод оказался сильнее страха. Хорошо достали. Вот прикол. 1 февраля. Ну, 1 февраля как раз, когда нас бомбанули. Днем. А что, бомбу? Бомбили, Да, бомбили. на жилой подвал, где мы жили. Мы успели выбежать, она осталась. Все. А она хлеб перевернуть вернула. Как раз второй снаряд прямо вот сюда. Вон торчит вверху. Это дом слепой. Она побежала перевернуть лепешку в это время. Сейчас город во власти саперов. Дома, которые не подлежат восстановлению и невозможно разминировать, просто взрывают. По признанию военных, работы впереди много. Весь Грозный буквально усыпан минами и не разорвавшимися снарядами. Почти ежедневно солдаты обнаруживают фугасы и растяжки, оставленные боевиками. Генералы признаются, что по самым скромным подсчетам для обезвреживания всего этого потребуется не 1 месяц. Площадь Грозного 110 квадратных километров. Сегодня это, возможно, самое большое в России минное поле. Александр Абраменко, Евгений Лагранж и Владимир Давгаль. НТВ, Грозный. И еще из чеченских тем об обстановке на остальной части республики. По официальным сводкам, за минувшие сутки авиация федеральных сил совершила около 60 вылетов. И обращают на себя внимание районы, по которым наносились удары. Среди них, например, окрестности селения Мартан-Чу. Как сказано, там закрепились боевики. Но это совсем рядом от Урус-Мартана, где находится штаб Западного фронта. И военные давно уже говорили об этих территориях как об освобожденных. Либо боевики опять захватили объекты в тылу федеральных войск, либо линия фронта пока проходит там, на равнине, в 30 километрах от окраин Грозного, а незначительно южнее в горах, как казалось. Его обменяли на 2 российских военнослужащих и передали чеченской стороне.
Сегодня, спустя 4 дня после того, как люди в масках увели Бабицкого в неизвестном направлении, его официально вызвали на допрос. В случае неявки Генеральная прокуратура обещает объявить Бабицкого в розыск и санкционировать его арест. Как говорят, с точки зрения российской юстиции это законно. С точки зрения изменения меры пресечения, с точки зрения требования явиться, все находится в рамках закона. И то, что она может быть изменена. О каких-либо последствиях сегодня говорить пока не приходится. Значит, Бабицкому изменена мера пресечения. Я не знаю, где он и что и как. Где Андрей Бабицкий? Судя по всему, этот вопрос сегодня мало занимает московских силовиков. Другой вопрос, кто ответит за пропажу Бабицкого, звучит сегодня риторически. То, что касается об ответственности вашей, если как таковая будет установлена, если будут какие-то последствия, естественно, кто-то будет нести. Если это действительно будет. Извините, что значит кто-то? Я тоже как юрист вам отвечаю. Надо смотреть предмет. Кто, в чем будет, у кого, чья будет вина. Глава ФСБ Николай Патрушев уверяет, что Бабицкий жив, но его ведомство искать его не собирается. И только Сергей Ястржемский заявляет о своей заинтересованности. На данный момент у меня никакой информации по этому поводу нет. Вот поэтому прошу вас уточняющих вопросов на сей счет не задавать. Я понимаю ваше нетерпение. Меня этот вопрос тоже крайне интересует. И мы со своей стороны предпринимаем определенные шаги для того, чтобы найти хоть какую-то информацию, которая могла бы быть вам полезной. Я знаю Бабицкого лично, мы с ним работали. Поэтому я могу со всей ответственностью сказать, что я не считаю, что он нарушил какой-либо закон. Законы вопиюще нарушались представителями российских властей. Сегодня ночью в прямом эфире «Радио Свобода» Астан Масхадов заявил о том, что он не знает, где сегодня может находиться журналист. По крайней мере, его люди ни с кем на Бабицкого не менялись. Даже если это было бы возможно, например, на государственном уровне, на правительственном уровне, значит, я бы категорически отказался от такого обмена, потому что это позор. Директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти надеется на то, что Владимир Путин, взявший дело Бабицкого под свой контроль, во всем разберется и накажет, кого надо. Российские парламентарии высказываются более определенно. Здесь есть очень много темного и неясного, но откровенно агрессивный тон заявлений, скажем, некоторых военных, самоустранение руководителей государства и тех людей, которые должны защищать свободу прессы, вызывает у нас просто недоумение. Ситуация, мягко говоря, очень непонятная. Вот. И вообще она ставит под некое сомнение заявление исполняющего обязанности президента о том, что свобода слова является для него, так сказать, незыблемой ценностью. Утерян, так сказать, и Бабицкий, и вдруг после этого сообщается официально правоохранительными ведомствами, что он должен прибыть на допрос. Передав его бандитам, вдруг теперь начинаем требовать прибытия его на допрос. Вот это, юмор такой черный. Несмотря на всякое отсутствие обвиняемого, Бабицкому вменяют вину участия в вооруженных формированиях, не предусмотренных федеральным законом. Следуя статье 208 части 2 УК Российской Федерации, Бабицкому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Но до этого, как настаивает Генеральная прокуратура, Бабицкого необходимо допросить. Антон Гришин, Алексей Передельский, Андрей Гривцов, телекомпания НТВ. И в продолжение этих тем. Сегодня в Москву прилетел освобожденный из плена рядовой Николай Заварзин. Именно его фамилия ранее называлась в числе тех, кого поменяли на Андрея Бабицкого. Но позже сообщили, что Заварзин был освобожден за сутки до этого обмена. Его обменяли на чеченца под селением Дуба-Юрт. Репортаж Бориса Кольцова. Уже третий месяц мы следим за судьбой двух десантников, попавших в чеченский плен в середине ноября. До сегодняшнего дня мы имели представление о них лишь по кадрам международного видеообмена, а также по домашним фотографиям. Сегодня мы увидели одного из них живьем. Николай Заварзин, как настоящий десантник, держится бодро и совершенно не напоминает сломленного человека. В Москву освобожденный солдат прилетел обычным рейсом Махачкала-Внуково. Здесь он проездом. Видимо, уже завтра десантник будет в Ульяновске. Там дислоцируется 31-я воздушно-десантная бригада, к которой он приписан. Бой, после которого Николай попал в плен, был для него первым. Это было с утра где-то часов 8-9 вот так вот.
Это был, вы уже на разведку шли или обратно как? Нет, мы шли уже. Мы продолжали разведывательный путь. Должны были встретиться в ущелье и идти обратно уже домой с другой группой. И что произошло? Наткнулись на чеченцев. Бой шел где-то минут 15. Потом забрали нас в плен. Двое остались живы. Николая Заварзина и Александра Шерстнева боевики сняли на камеру среди тел погибших товарищей. 12 десантников остались лежать на поле боя. Эту пленку чеченцы переправили в телевизионное агентство IPTN. Впервые она была показана по НТВ 27 ноября, через 10 дней после боя. Так родители ребят узнали, что они в плену, а не пропали без вести. Боевики, по словам Николая, обращались с ними по-разному, в зависимости от того, кому в руки они попадали. Были вместе с Шерстневым или в разных местах? Мы попали вместе и постоянно были вместе. Когда вы его последний раз видели? Когда меня увозили оттуда. Это было 29-го. Месяц. Забыл месяц. Январь. Да, 29 января. На пленке отчетливо видно, что оба сержанта ранены. Сейчас об этих ранениях напоминает лишь перевязанная рука Николая. Было 3 ранения. На левой руке в палец, на правой руке пальцы отрезало. В голову ранение. И в нос небольшой осколок залетел. А у Шерстнева 2 ранения было. В руку и в ногу. В правую ногу у него. Сквозное ранение. Все это время ребята переходили из рук в руки различных отрядов боевиков. В первые дни их допрашивал лично Хаттаб. Николай рассказывает, что в том месте, где он расстался с Александром Шерстневым, с ними обращались хорошо. Когда я уезжал, последний, он был жив, с ним было все хорошо. Раны у него все зажили. Я думаю, что его тоже не думаю, а его поменяют. С ним тоже будет все хорошо. Скажу, чтобы его родители не беспокоились за него. В Ульяновскую бригаду младшего сержанта Заварзина перевели из Омской учебной дивизии ВДВ. Оказавшись довольно близко от родного башкирского поселка Серафимовский, он не стал сообщать об этом родителям. 2 письма пришли без адреса, адрес он не писал обратного. Не хотел, по-видимому, что мы туда приехали, что в последнем письме он написал, что мне ездили, не расстраивали меня. А вот последний месяц, не знаю, где нам было это письмо, мы даже не знали, что отправка у него. Думали, что в Ульяновске, может быть, еще не отправят. Это интервью мы записывали в конце прошлого года. Сейчас Ирина Заварзина уже несколько дней ждет сына в Ульяновске. Там же находится и мама Александра Шерстнева. Работа по его освобождению продолжается. Борис Кольцов, Виктор Щербаков, телекомпания НТВ. История с Николаем Заварзиным и история с Андреем Бабицким, здесь многое по-прежнему не ясно. Как освободили солдата, не очень понятно. Кто и как передавал журналиста и кому, насколько он был свободен в своих действиях, все это тоже неизвестно. Как отмечают некоторые журналисты, такое впечатление, что в тот момент Бабицкому дали свободу только в том, чтобы он мог сказать: «Уберите, пожалуйста, камеру». Подробнее на эту тему через 20 минут. Сегодня жена Андрея Бабицкого Людмила, гость программы «Герой дня». Как она воспринимает поступающую сейчас противоречивую информацию о судьбе ее мужа? Проявил ли кто-нибудь из официальных лиц желание поговорить с женой пропавшего журналиста? Не располагает ли Андрей Бабицкий опасной для высокопоставленных чиновников информацией? Обо всем этом сразу после нашего выпуска новостей. О других темах сегодняшнего дня. Сегодня прошло 4 дня с тех пор, как была показана пленка об обмене корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Но до сих пор Бабицкий так и не позвонил никому из своих близких. И до сих пор непонятно, кто, когда и куда передал или обменял журналиста. Подробнее об этом Антон Гришин. Да я только на это и надеюсь. Если бы я не надеялась, мне, конечно, очень больно слушать, когда кто-то говорит, что мы думаем, что его нет в живых. Мне это просто... Я не могу это просто слышать. И если бы я так думала, то я бы, наверное, вообще там слегла. Вот. И так я думаю, что он жив. Сегодня, спустя 4 дня после того, как люди в масках увели Бабицкого в неизвестном направлении, его официально вызвали на допрос. В случае неявки Генеральная прокуратура обещает объявить Бабицкого в розыск и санкционировать его арест. Как говорят, с точки зрения российской юстиции, это законно.
С точки зрения изменения меры пресечения, с точки зрения требования явиться, все находится в рамках закона. И то, что она может быть изменена. О каких-либо последствиях сегодня говорить пока не приходится. Значит, Бабицкому изменена мера пресечения. Я не знаю, где он и что и как. Где Андрей Бабицкий? Судя по всему, этот вопрос сегодня мало занимает московских силовиков. Другой вопрос, кто ответит за пропажу Бабицкого, звучит сегодня риторически. То, что касается об ответственности вашей, если как таковая будет установлена, если будут какие-то последствия, естественно, кто-то будет нести. Если это действительно будет. Извините, что значит кто-то? Я тоже как юрист вам отвечаю. Надо смотреть предмет. Кто, в чем будет, у кого чья будет вина. Глава ФСБ Николай Патрушев уверяет, что Бабицкий жив, но его ведомство искать его не собирается. И только Сергей Ястржемский заявляет о своей заинтересованности. На данный момент у меня никакой информации по этому поводу нет. Вот поэтому прошу вас уточняющих вопросов на сей счет не задавать. Я понимаю ваше нетерпение. Меня этот вопрос тоже крайне интересует. И мы со своей стороны предпринимаем определенные шаги для того, чтобы найти хоть какую-то информацию, которая могла бы быть вам полезной. Как уже объявлялось, дело Андрея Бабицкого взял под свой личный контроль Владимир Путин. Директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти надеется на то, что исполняющий обязанности российского президента во всем разберется и накажет, кого надо. И мы считаем лично господина Путина ответственным за этот беспредел, который сейчас происходит. Сегодня ночью в прямом эфире «Радио Свобода» Аслан Масхадов заявил о том, что он не знает, где сегодня может находиться журналист. По крайней мере, его люди ни с кем на Бабицкого не менялись. Даже если это было бы возможно, например, на государственном уровне, на правительственном уровне, значит, я бы категорически отказался от такого обмена, потому что это позор. Сегодня об Андрее Бабицком заговорили в Думе. Официально возмутились «Яблоко» и СПС. Парламентарии, знающие о Чечне не понаслышке, высказываются более определенно. Утерян, так сказать, и Бабицкий, и вдруг после этого сообщается официально правоохранительными ведомствами, что он должен прибыть на допрос. Передав его бандитам, вдруг теперь начинаем требовать прибытия его на допрос. Вот это, ну так, юмор такой черный. Несмотря на всякое отсутствие обвиняемого, Бабицкому вменяют в вину участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных федеральным законом. Следуя статье 208 части 2 УК Российской Федерации, Бабицкому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Но до этого, как настаивает Генеральная прокуратура, Бабицкого необходимо допросить. Сегодня Бабицкий на допрос не явился. Антон Гришин, Алексей Передельский, Андрей Гривцов, телекомпания НТВ. И еще на тему обменов пленными. Сегодня в Москву прилетел освобожденный из чеченского плена младший сержант Николай Заварзин. Он был захвачен в середине ноября. Вот что он вспоминает о том бое. Это было с утра где-то часов 8-9 вот так вот. Это был, вы уже на разведку шли или обратно? Как? Нет, мы шли уже. Мы продолжали разведывать путь. Должны были встретиться в ущелье и идти обратно уже домой с другой группой. И что произошло? Наткнулись на чеченцев. Бой шел где-то минут 15. Потом забрали нас в плен. Двое остались живы. Второй пленный Александр Шерстнев. Чеченцы тогда даже сняли их на видеопленку, чтобы показывать западным журналистам. 12 десантников тогда остались лежать на поле боя. Николай Заварзин сегодня рассказал, что когда его отделили от Александра Шерстнева, тот был жив, раны у него зажили. Заварзин высказывает предположение, что Шерстнева тоже обменяют. По хронологии, наверное, насколько я знаю, в этой вот командировке последней он оказался перед самым Новым годом. Да. И как часто он вам звонил оттуда? Как только была возможность, у него был с собой телефон спутниковый, он все время мне звонил. Была очень плохая связь в этот раз, но все равно он всегда знал, что я очень волнуюсь. Вот, он старался мне позвонить в любой момент. Если даже он не мог прозвониться домой, может, я там вышла куда-то или еще что-то, то он звонил на работу друзьям и сообщали мне, что все в порядке. Насколько я понимаю, он свои репортажи тоже по телефону чаще всего наговаривал, да? Да, по телефону. Угу. Людмила, вы дома в основном находитесь? Вы сейчас не работаете или работаете? Я не работаю, маленький ребенок. Вот, дома все время. У вас 3 детей? 3. А младший сколько? 2 года 10 месяцев.
Люда, когда последний раз вы с ним разговаривали? Последний раз 14 января. Он поздравил нас со Старым Новым годом. Вот. И все. Сказал, что, может быть, скоро приедет домой. Была такая информация странная, что когда его задерживали, он объяснял в том числе свое присутствие в Грозном тем, что хотел в храм попасть, где в 95-м венчался. Конец прошлой войны, да? Действительно венчались? Да, действительно мы венчались в Грозном, в церкви. Она уже в то время была разрушена, а только маленький домик, где крестят детей, вот он еще был целый. И мы там венчались, это действительно так, 29 сентября 95 года. А почему так получилось? Почему мы там венчались? Ну, потому что я в то время, значит, жила в Пятигорске, у меня там больная бабушка была. Вот. И я жила в Пятигорске, была прописана в Севастополе. Андрей прописан в Москве, он москвич. И чтобы нам как-то оформить официально наши отношения, нам надо либо было приехать в Москву, либо надо было ехать в Севастополь. Да, я не могла бросить бабушку вот, надолго. Вот. А так как Андрей там работал постоянно, он получил разрешение, сейчас не помню от какого министра, просто... Тогдашнего чеченского правительства? Да, правительство. Там же уже боевых действий не велось. Там сплошные переговоры шли, ОБСЕ, там все. Вот. И он получил разрешение зарегистрироваться в Грозном. Потому что он там работал и находился, можно сказать, постоянно. И там же мы венчались в один день, да. То есть днем мы получили свидетельство о браке. Вот, а вечером, в 7 часов вечера, нас обвенчали. Очень красиво. Так необычно. И бабушки, которые и батюшка были просто счастливы, что в такое время кто-то вообще посетил церковь и венчался. Андрей вообще верующий человек. То есть, и в этот раз на Рождество он действительно ходил в церковь. Это был просто разговор у нас. Я еще даже знать не знала о этой иконке, и обо всем. Он мне сказал, я был 7 числа в церкви, она полностью уже разрушена. Там 8 бабушек, раненые, больные. Вот. Живут вот в этом... Они, ну да, живут, можно сказать. Да? Даже не знаю, что там могло сохраниться, но они находятся там. Вот, и он говорит, я отдал им все деньги, что у меня были, а я не знаю вообще, чем им помочь, их надо отсюда вывести, а как это сделать, я не представляю себе. И он, видимо, похаживал туда, да. Сегодня не идет. Речь идет не о партизанской войне, разумеется, а о различных терактах, о диверсионных актах. На проведение подобного рода действий, я думаю, сил пока еще у боевиков хватает. По словам Сергея Стржемского, Федеральный центр готов к будущим переговорам по определению статуса Чечни в рамках Российской Федерации. Но пока в республике отсутствует очевидный лидер, который мог бы представлять ее интересы. И появится он, скорее всего, по мере завершения контртеррористической операции и налаживания мирной жизни. Военная фаза контртеррористической операции – это лишь прелюдия к политической фазе, и что, безусловно, так называемую чеченскую проблему невозможно решить только с помощью военных средств, но и политическую фазу невозможно обеспечить ее успех без уничтожения бандформирований. Сергей Стржемский сообщил также о том, что ряд центральных газет начинают публикацию списков военнослужащих, погибших во время отражения агрессии боевиков в Дагестане. По словам помощника президента, это знаковое для России событие. Однако списки погибших в Чечне пока публиковаться не будут, поскольку существует реальная угроза для родственников тех, кто погиб там. Едва ли не половина вопросов, адресованных Сергею Стржемскому, касалась судьбы корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Однако ничего нового сегодня сказано не было. Установится здесь не какой-то мир, будет порядок, для создания которого мы сюда и прибыли, выполнить свою задачу по наведению порядка, чтобы люди поверили, что это навсегда у них будет порядок. Тогда, естественно, и контакты будут шире. И солдаты, и офицеры понимают, что основные бои с боевиками, численность группировки которых в горах по некоторым оценкам достигает 7 тысяч человек, еще впереди. Тимур Джафаров, Шалаб Нурмагомедов, специально для службы информации ТВ-6.
плена полевыми командирами, якобы в знак признательности за освобождение из-под стражи корреспондента «Радио Свободы» Андрея Бабицкого. Освобожденные, как сообщается, были переданы российскому командованию еще в субботу. Вопрос о судьбе самого Бабицкого, тем не менее, запутался окончательно. Где он и что с ним, не знает никто. Зато его именем освобождают все новых пленных. Тему продолжит Максим Рогаленков. Сегодня директор ФСБ Николай Патрушев так ответил на вопрос о судьбе журналиста радиостанции «Свобода». Бабицкий жив, однако где он сейчас находится, неизвестно, и вообще этот вопрос надо задавать не ему. ФСБ вообще никакого отношения к обмену не имеет, несмотря на то, что видеосъемку передачи Бабицкого боевикам вел работник этого ведомства. Впрочем, ни одно ведомство до сих пор не взяло на себя ответственность за этот обмен. А глава Минюста Юрий Чайка вообще ничего об этом не знает. Я не знаю об обмене никаком. Я знаю только со средств массовой информации об этом. Был обмен или не был. По его словам, задержание Бабицкого и содержание его в следственном изоляторе в Чернокозово совершено на законных основаниях. Он был на законном основании, ему была на законном основании изменена мера пресечения. Вот это то, что я знаю, что входит в юрисдикцию или в компетенцию Министерства юстиции. И дальнейшую судьбу он определил сам. Тем временем Генпрокуратура продолжает действовать с полным соблюдением закона. В деле Бабицкого, как сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры, выявлены новые обстоятельства, поэтому журналист вызван на допрос. И в случае неявки его объявят во всероссийский розыск и будет выдана санкция на арест. Куда отправят вызов на допрос, прокуратура не сообщает, что и понятно. Где находится Бабицкий, прокурорам неизвестно. Это подтвердил сегодня Сергей Стрижемский. Я говорю о Генеральной прокуратуре Российской Федерации, я говорю о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Но поскольку в этих ведомствах тоже нет этой информации, то я не могу вам сейчас сказать, что эти люди, обладают всей полнотой информации по Бабицкому. Нет у них этой информации. По словам помощника президента, Владимир Путин узнал об обмене Бабицкого уже после того, как обмен состоялся. Ястржемский не смог ответить, будет ли Путин комментировать эту ситуацию. И заявил, что журналисты вскоре сами смогут задать вопросы о Бабицком, исполняющему обязанности президента. Максим Рогаленков. Федеральным войскам удалось выманить боевиков из Грозного, ни к чему не привели. Напомню, западные агентства распространили видеопленку, на которой видно, как Басаеву делают операцию по ампутации ноги. Тем временем армия блокировала сегодня 2 населенных пункта у входа в Аргунское ущелье. Это Мартан-Чу и Бони-Чу. Группа боевиков, пытающихся прорваться к западу от Грозного, блокирована в районе Самашек. В самой чеченской столице, вернее в том, что от нее осталось после 1,5 месяцев ожесточенных боев, обстановка полностью контролируется федеральными силами. По свидетельству наших корреспондентов, военные делятся продовольствием с уцелевшими мирными жителями, которые за время сражения пережили настоящий голод. На улицах Грозного появляется все больше мирных жителей. Как правило, это женщины, старики и дети. У многих белые повязки на руках или белые флаги. Сегодня военные развернули в городе полевую кухню. Здесь кормили горячей кашей и угощали чаем тех, у кого были силы выбраться из подвалов и прийти сюда. Для больных из армейских запасов выдавали галеты, консервы, хлеб. Чай вкусный? Нет. Хлеб бери, кружечки только возвращайте. У нас порой самих не хватает, но мы стараемся все отдать мирному населению. Люди с ужасом вспоминают, как они жили последние